Доброго времени суток, мои приятные дорогие люди, а также молодожены и те, кто ими только-только собирается стать. Всех и каждого я рад приветствовать на моем канале, где мы находим самые правильные ответы на самые правильные свадебные вопросы. И сегодня разберем один очень важный момент, который касается любых молодоженов. А именно, как выбрать ресторан для вашего свадебного торжества. В общем, погнали! Перед тем, как мы с вами начнем детально разбирать данный вопрос, хотелось бы вам сказать о таком понятии, как предельное время поиска. Это говорит о том, что вам нужно обязательно о каждом пункте вашей подготовки позаботиться заранее. Если ваша свадьба выпадает на лето, либо начало осени, то подготовку следует начать как минимум за полгода. Если ваша свадьба выпадает все-таки на зиму, либо весну, то подготовку можно начать за 3, может быть 4 месяца. В любом случае, все это нужно делать обязательно заранее. Ну а теперь к разбору вопроса, как выбрать ресторан для вашей свадьбы. Итак, шаг первый. Вам нужно понять, в каком стиле будет проходить ваша свадьба. И только тогда вы сможете понять, какой стилистики зал нужен именно для вас и какой зал нужен для того, чтобы вы отметили там свое свадебное торжество. Шаг второй – это, естественно, местоположение ресторана. Очень важен момент того, чтобы и гостям, и подрядчикам вашего свадебного дня было удобно туда добираться. Обязательно позаботьтесь об этом моменте. Итак, шаг третий – это ценовая позиция. У каждого ресторана есть свой определенный чек на человека и свои определенные дополнительные услуги. Самое главное, чтобы данный ценовой чек ни в коем случае не противоречил вашему свадебному бюджету. Следующим из моментов для поиска является так называемое меню. Помните о ваших гостях, помните, будут ли вегетарианцы на мероприятии, будут ли дети. Также, конечно, было бы не лишним провести дегустацию тех блюд, которыми вы будете кормить ваших гостей. Шаг четвертый, о котором многие почему-то забывают, это, само собой, парковочные места. В нашем городе, вы не поверите, есть такие площадки, на которые даже вход одного человека и то является платным. Поэтому данный момент тоже обсудите с теми, у кого будете рассматривать ту или иную свадебную площадку. И шаг пятый, о котором забывают все и всегда. Это вентиляция. Помните о том, что в данном зале вы будете находиться очень долгое и долгое время. Поэтому очень важно, чтобы зимой там было тепло, а летом прохладно. Расскажу пример из опыта. В прошлом году, где-то в числах июня, мы проводили с моим коллегой свадьбу за городом. Кондиционер, конечно же, в зале был, однако он не работал. А на улице было около плюс 35. В общем, данное мероприятие напоминало реально какую-то банную вечеринку. И в итоге даже случилось так, что невеста просто не смогла в дальнейшем остаться на танцевальную дискотеку, потому что человеку просто стало плохо. Поэтому обязательно позаботьтесь о данном очень важном моменте. После определенных шагов выбора я предлагаю нам с вами перейти к определенным нюансам, с которыми сталкиваются молодожены. И иной раз данные нюансы для них являются полнейшим сюрпризом. Поэтому как оградить себя от этих прекрасных или не очень вещей, мы сейчас с вами и разберем. Первый нюанс – это банкетный менеджер. Это тот человек, который встречает вас тогда, когда вы только переступили порог ресторана, и это тот человек, который провожает вас, когда вы отметили там свое свадебное мероприятие. Очень важно работать с одним и тем же банкетным менеджером, потому что только он знает все детали и нюансы вашего свадебного заказа. Второй нюанс. Уточните у ресторана, что с собой приносить можно, а что с собой приносить категорически нельзя. Зачастую это само собой касается алкоголя. Некоторые рестораны идут на уступки и разрешают полностью свой алкоголь. Некоторые рестораны полностью же его запрещают. Есть рестораны, которые просят так называемую арендную плату за бар. То есть вы платите определенную сумму денег, и в итоге бар закрывается. Однако свой алкоголь вы все же принести можете. Ну и, конечно же, не стоит сразу отказываться от ресторанного алкоголя. Иной раз бывает так, что его реально проще и дешевле купить у самого ресторана. Ну и в этом также есть огромный плюс того, что вам не нужно будет таскаться с целыми коробками алкогольных напитков. Нюанс номер 3, с которым очень часто сталкиваются молодожены, это так называемые ресторанами грязные развлечения. Уточните у вашей площадки, можно ли на ней использовать такие вещи, как хлопушки, бенгальские огни, фейерверки, ну или же попросту бумажное шоу. Зачастую бывает так, что многие рестораны
конечно же, отказывают. Нюанс номер 4, с которым очень часто сталкиваются молодожены, и он касается только Пермского края. Именно в Пермском крае существует один очень важный закон, что шуметь и веселиться можно только до 22:00. И если ваш ресторан находится в помещении жилого дома, то, скорее всего, данный закон там будет соблюдаться. Поэтому подумайте о тайминге вашего мероприятия. К сожалению, наши губернаторы уже немножко старые, поэтому ложатся спать пораньше. Ну и нюанс номер 5 – это так называемая арендная плата. У ресторана нужно обязательно уточнить, существует ли у него такая вещь, как арендная плата за само помещение, где будет проходить мероприятие. Например, за помещение, где будет проходить выездная регистрация, если таковая вообще имеется. Либо же арендная плата за аппаратуру, которая имеется в самом зале. Итак, перейдем к следующему, так называемым дополнительным услугам. Итак, первая дополнительная услуга, которая имеет место быть, это так называемая акустическая система ресторана. Многие рестораны имеют свою собственную акустическую систему, которая уже либо включена в арендную стоимость, либо не включена вовсе. Обязательно узнайте ценник и на нее. И если он вас полностью устраивает, то по сути вы можете не платить за аренду аппаратуры диджея, который приедет к вам на мероприятие. Ну, конечно, только в том случае, если ресторан разрешает чужому диджею отработать на их аппаратуре. Следующая услуга, которую очень часто навязывают рестораны, касается оформления зала. Многие рестораны говорят о том, что у них есть свой оформитель, и он сам все сделает и оформит. Когда молодожены говорят о том, что мы уже нашли оформителя и, в принципе, нам услуги вашего оформителя не требуются, рестораны встают на дыбы и говорят, что нет, наш зал будет оформлять только наш оформитель. В этом случае оформления либо вообще нет, либо оно есть только от местного оформителя. Само собой, дорогие молодожены, такое оформление обходится в разы дороже. И еще одна дополнительная услуга, которая встречается крайне редко, но крайне метко. Это плата за электричество. Да ладно, 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 да ладно. В основном она вызывает, конечно же, истерический смех у тех подрядчиков, которые приезжают на ваше свадебное мероприятие. Но что поделать, ресторан – это частное предприятие одного хозяина. И какие правила он поставит в своем ресторане, таковыми они и будут. Поэтому данный момент тоже обязательно уточните. И помните о таком понятии, как фиксированный чек. При составлении договора обязательно укажите сумму чека на одного человека, чтобы в дальнейшем она ни в коем случае не изменилась. Ну и последний момент, который обожает мой диджей, это вопрос о том, нужно ли кормить подрядчиков вашего мероприятия. Помните о том, дорогие молодые, что кормить нужно только тех, кто работает на вашем мероприятии целый рабочий день, то есть от 6 часов и более. Не стоит кормить артистов, которые приезжают к вам буквально на полчаса. Нет смысла кормить ведущего вашей выездной регистрации, например. Ну и само собой не нужно кормить официантов. Они уж там как-нибудь сами справятся. Итак, сегодня мы с вами разобрали один из самых важных моментов того, как выбрать ресторан для вашего свадебного мероприятия. Я очень надеюсь на то, что данная информация для вас была сегодня бескрайне полезной. Дорогие молодожены, если у вас есть свои вопросы, то вы можете оставлять их в комментариях внизу, либо присылать мне в личные сообщения ВКонтакте, либо даже Почты России. В общем, как хотите. Дорогие молодые, будьте любезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм и на все остальное тоже подписывайтесь. Дорогие друзья, мы обязательно с вами рассмотрим еще и другие вопросы касательно свадебного мероприятия. Всем желаю большущей удачи и, самое главное, легкой подготовки.